вечер. Добрый вечер всем поклонникам футбола. Лига чемпионов на каналах холдинга «Матч». Вашему вниманию игра в рамках группы H между впечатлил. Да, 3 ничьи. Продолжает очередной Лига чемпионский сезон с надеждами на, конечно, в Мюнхене. И тем не менее, теми самыми матчами, наверное, все ясно. С учетом того, как хорваты выступают в нынешнем. Ювентус в статусе лидера чемпионата Италии эту игру начинает. И Александр Ляказет. Стартовый свисток известного арбитра из Голландии Мамана и Дякаби. В центре обороны, конечно, и защитники, в первую очередь, которые могут головой сыграть, но передача в штрафную. Пьянич! Он оказался в офсайде, но сделал все, конечно, технично. Кстати, мяч линию ворот и сверхрезультативной команды не является, но у нее есть форвард высочайшего уровня. Вот он с мячом, пускай его аккуратнейший перевод делает на Эвра. Эвра теряет равновесие и заработан угловой. Здорово разобрался в этом эпизоде Бьорн Кюперс. Не дал свисток, хотя колебим в своем выражении лица. Подача в центр штрафной. Ляказет. Кир. В касание. Пас. Ударная позиция. Буфон. Буфон выручает после выхода Рибуса. Роскошная атака Леона. Здесь все каждый сделал вовремя. Атака-то массированная получается. Передача в штрафную. Вот так. Не мои слова. Ох, атака Ювентуса. Манджукич. Лопеш. Тоже команду свою выручает. Может быть, не в самый угол этот мяч направлялся. Хотя есть перед ним коридор небольшой. Пас, толчок и пенальти. Пенальти на 13-й минуте игры. Стураро. Классное ускорение сделал против Антони Лопеша. Гонсало. 1-0. Изимань. Как об этом в Штатах, например, говорят. Очень легко, надо сказать. Ювентуса буквально останавливая мяч. Игуаин уже в штрафной. Такое ощущение, что немножко ощущение мяча на ворота. На ближнюю штангу пас. Подача от Рафаэла. Удар Рибуса, на которого выбрался Дани Ал. Втягивается с Тураром. И удар, который вполне мог стать голевым. Маркизио. Мастер он дальнобдающий кин. Ин вернулся чуть ли не к собственной третьей поля. Ну а здесь вот он, Игуаин в глубине. Разгоняет атаку Хидира. И накрывает мяч Лопеш, хотя там был офсайд. В общем-то, зря. Нарушение правил. Жестким стык получился. Толесо и Маркизио. И я более чем уверен, что это даже не то чтобы такая терминология самих футболистов. Их из центра на Гезаля. Гезаль пытается сыграть на третьего, а там никого нет. Первая в матче желтая карточка, и, кстати, опасный штрафной. Но есть и свои исполнители. Удар. Да. Это удар от Набиля Фекира. Кич может выйти 1 на 1. Пасует на Игуаина. И тот маш. Ну, мне кажется, уже миновали те времена, когда каждый промах хищническую манеру. Он знает прекрасно, что возится, только обыгрывается. Рафаэл, мне кажется, скорее даже бил. Опасная, кстати, атака получалась. Успей передачу эту исполнить Жереми Морель. Вот так получается. Оба крайних защитника подключились. Посмотрите, вот там. Ну вот приход Игуаин. Удар из-за пределов штрафной. У меня есть ощущение, что ближнюю штангу контролировал Буфон, потому как центр, да, и Штир с левой подачу делает хорошую, и удар.
Концовка тайма остается за Лионом. Гоналон, кстати, удар нанес. Лион, в принципе, я думаю, по основным статистическим показателям мало чем уступает Ювентусу, но Лион проигрывает показатели самым главным. По забитым... 3 атаки, не дошла до него передача Федира на дальнюю штангу, пас. Рафаэл. Своей, безусловно, Женизью. В общем-то, такая любопытная дуэль тренерская. Дуэль в первую очередь, когда падает, а когда нет. Скидка прошла, удар. Отличная атака Ювентуса. Опять передача из глубины. По-моему, вновь Бонуччи отличился. Вы посмотрите, ну что он сегодня вытворяет. Какие передачи умопомрачительные, которые, как мне кажется, не по делу был отменен. Подача. Лопеш в броске Супермена организовывает контратаку для своей команды. Ну, вовремя его накрыли. 1-0 и штрафной у ворот Юве. Вышло. Ну, не сказать, что Буфон шибко как территориальное и игровое превосходство французов. Миллионов здесь Александро придирается. Игуаин. Наконец-то у него появилась возможность пробить. Наконец-то кто-то ему ассистировал в штрафную. Ну и Али тоже каких-то настоящих опасных ситуаций мы не видели. Вот штрафной, там флажок поднят. Был офсайд, был, по-моему, еще и фол. Зато Щерка. Да, причем сразу два футболиста Лиона в офсайде находились. Вместе духи его, что ли, смутили, атаковали. Не было же никого, и удар. И выручает команду Бардзали. Бардзали, надо сказать, что по итогам почти уже 2 матчей Лион ничем не уступает. Ну, гол он забил. Возможно, победа. Шанс с испытанием игра в Испании. Подача и 1-1. 1-1. Лион забивает свой гол абсолютно заслуженно. Абсолютно заслуженно. Может быть, они немногое создали в атаке, если говорить непосредственно. Буфон вернулся, но вот мы видим, что его тоже, в принципе, можно... Сандро уходит от одного. Стандарт, отлично. Есть, конечно, вариант со стандартного положения. Просто-напросто соперника продавить. Яков уже распух гигантских размеров. Подача! Выход 1 на 1. Леказет режет угол! И мимо! Затих весь Ювентус стадиум. Чуть было в шок не поверг. Всю Италию не ликвидировать. Максимилиано Аллегри сбешен. Вот так. По-моему, до сих пор под шоком находится и Буфон, потому что там... Квадрадо, опасно, удар, и гол! И гол Хуан Квадрадо! Что он делает? И как же Антони Лопеш позволил пробить в ближний угол? Вот они! В этой Лиге Европы удар Андреа Пирло. 1-0! Маэстро Пирло! Этот сезон имени... Он должен быть угловой удар. Давайте потом порассуждаем на эту тему. Удар по воротам и 1-1! Лион счет сравнивает. И гол на самом деле назревал. Гол назревал. Бриан отличился. Джимми Бриан. Счет сравнивает в матче Ювентус-Лион. Ничья 1-1. Ничья. Пас Маркизио. Удар по воротам. И гол! Клаудио Маркизио с помощью рикошета, но забивает очень важный гол для Ювентуса Клаудио Маркизио. На 11-метровую отметку. Погба, удар, Бонуччи, удар в цель. 1-0, Ювентус выходит вперед. 85-я минута. Когда нападающий посылает мяч на 3 метра выше ворот, за дело берутся защитники.
Good evening, everyone. The players are in the tunnel. Round of 16 first leg matches. Ties at this stage. Just the cross is in. Great run down the left for Leon. Nil to Leon, just past the half. It might not be enough. With a goal in the first half. And Puff, but didn't really. Back to Northern Italy.